і адмовіцца ад паслугаў адваката. Аднак Амрэяў не згаджаецца на такія умовы. Роман Устінаў, служба інфармацыі Еўрапейскага радыё для Беларусі. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Нагадываю, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець праз усе сацыяльныя сеткі. Гэта Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, канал YouTube. І мы працягваем размову з першым намеснікам старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Олегам Гайдукевічам. Спадар Олег, працягнем адразу з пытання, якое прыйшло нам у каментары. Уладзь Гурынович пытаецца, адкуль такая раптоўная ініцыятыва? Такі працяглы час за БЧБ і пагоню маглі затрымаць, аштрафаваць і гэтак далей. І тут раптоўна ў 2017 годзе такія прапановы няўжо зверху загадалі? Ніколі не паверу ў раптоўнае празрэнне спадара Гайдукевіча. Нешта тут не так. Ну, вот это, эти сказки о том, что нам кто-то сверху что-то говорит, мы это слышим на протяжении многих лет, значит, как и то, что мы какая-то там не настоящая оппозиция, и уделение это настоящая оппозиция, не настоящая, это все уже давно должно было уйти в прошлое. И, по-моему, годами своей деятельности мы доказали, что мы самостоятельная политическая сила, которая имеет свое мнение. И если бы это было не так, ну, назовите тогда, что мы же такого получили от власти, если мы там такая-то не настоящая оппозиция. Мы все, что имеем, мы все имеем сами. Мы сами боролись, мы сами получили депутата, сами получили сенатора. Нам ничего легко не удалось. Каждый день мы над этим работаем. Что касается, почему сейчас, да нет. Просто сейчас идет подготовка к съезду. 12 августа у нас состоится отчетно-выборный съезд партии. И на заседании Высшего Совета мы многие вопросы рассматривали. И, конечно же, это не самый главный вопрос сейчас в стране. И экономические вопросы мы сейчас поднимем. И политические вопросы мы еще раз поднимем, которые нас интересуют, в том числе и введение пропорциональной мажоритарной системы. Просто мы перед съездом хотим всей стране показать, что у нас идет, какие обсуждения, какие решения. Что касается, например, герба погони, нашего вообще исторического прошлого, то об этом мы говорили на президентской кампании в 2015 году. И наш кандидат в президенты Сергей Васильевич Гайдукевич, кто смотрел и слушал его выступления, тогда должен был обратить внимание, что мы говорили, что наша история – это не только история БССР. Наша история – это от Великого княжества Литовского и до Речи Посполитой, до БССР, до независимой Беларуси, это все наше общее наследие. И все, что с этим связано. И мы не должны делить белорусов ни по отношению к историческим фактам, ни по отношению к языку, ни по отношению к религии. Мы должны быть единой, сильной страной. Посмотрите, что творится вокруг нас. Независимость, суверенитет должно сейчас быть основой для любой политической силы. И мы, посмотрев, что происходит в стране, посмотрев настроение людей, просто озвучили то, что уже в обществе состоялось. Я аж повторюсь, уже герб погоня, новое поколение молодежи, которое выросло, оно не связано с оппозицией, оно одевает. Ему нравится это как исторический символ. Он приходит на футбол, он может прийти на концерт. Он что, сторонник БНФ? Еще раз повторюсь, среди них есть сторонники ЕАЭС, сторонники Союза с Россией, сторонники президента, сторонники Гайдукевича, сторонники БНФ. Разные есть люди. Но они всех их объединяет одно – уважительное отношение к своей истории. Что тут плохого? И давайте учиться у других стран. Возьмите Францию. Я об этом вчера говорил в интервью, повторюсь здесь еще раз. Значит, у них стоят памятники Наполеону, тем, кто сверг Наполеона, и тем, кто сверг тех, кто сверг Наполеона. И они с этим живут. Мы должны понимать общее наше историческое наследие у всех. Мы не должны сносить памятники. Мы должны уважительно относиться ко всем историческим персонажам. Тот же там Костусь Калиновский, еще кто-то. Постоянно эти споры, плохой, хороший. Это все наша история. Не надо спорить. Ну, тым не менш, мы маем помнік Дзяржынскаму вот неподалеку ад нашага офіса, а не маем помніка таму ж самому Василю Быкову, ўжо калі на тое пайшло. Плохо. Василию Быкову надо поставить, но не снося памятник Дзержинскому. То есть наша позиция простая. Памятник Дзержинского должен стоять. Дзержинский много сделал в Беларуси. Плохого чего-то, хорошего чего-то. Я, например, по тем же Куропатам. Мы же одни из первых сказали о том, что Куропаты должны принадлежать всем, а не только одной политической силе. То же самое и по гербу, то же самое и по флагу. Это общее наследие. И не надо его кому-то приватизировать.
Тым не менш, вот мяне сёння, убачыўшы інфармацыю, што вы прыйдзеце да мяне в эфір, папракнулі, маўляў, запрашаеш Гайдукевіча размаўляць пра сцяг, хаця з такой ініцыятывай раней выступаў шмат хто. Тая ж самая «Гавары праўду», нават бел-чырвона-белы сцяг перадала ў музей беларускай дзяржаўнасці. Канапацкая, гэта дэпутат ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, з першага дня прыходзіла ў парламент з бел-чырвона-белым сцягам. Алена Анісім не адзін раз у нас в эфіры казала, што верыць і нават упэўненая ў тым, што цягам бліжэйшага года-два бел-чырвона-белы сцяг, калі не стане дзяржаўным, то прынамсі будзе дазволеным. І вот по выніку вы падхапілі ініцыятыву. Такое адчуванне, што вы, так сказать, скарысталіся напрацоўкамі іншых. Я бы на это посмотрел по-другому. Я считаю, что те, кто отстаивал эту позицию раньше, они молодцы. Они отстаивали эту позицию. Мы никогда не тянули одеяло на себя. Мы говорим немножко о другом. Если либерально-демократическая партия об этом говорит, значит, об этом говорит не только либерально-демократическая партия, но и многие люди в стране. Потому что партия у нас массовая. Партия у нас, кому-то она нравится, кому-то не нравится. Но списывать нас со счетов не получится никому. Мы отражаем определенную часть общества, мы отражаем своих избирателей, мы отражаем тех, кто поддерживает нас. И я думаю, что на это надо посмотреть им с другой стороны. Что то, что они говорили, пусть не полностью. Мы во многом будем спорить. Мы никогда не станем, на одних политических позициях. Ни с БНФ, ни с Конопатской, ни с «Говори правду». А и не надо. Должно быть много разных партий и политиков. Но в каких-то вопросах мы нашли консенсус. Мы говорим о том, что мы против политизации этих символов. Они выступают за политизацию этих символов. То есть вот отличие. Мы говорим о том, что это наше общее историческое наследие. Разве для них это плохо, что мы об этом говорим? Может, завтра об этом скажут коммунисты? Может, об этом скажет потом и Белая Русь? Разве это плохо? Значит, мы в чем-то нашли консенсус. И я считаю, чем больше будет вопросов, где мы без криков, без перетягивания одеялов. Я не пришел сюда в студию и не сказал, что это наша инициатива единственной партии, которая об этом сказала. Мы прекрасно знаем, кто этим занимался раньше. Мы прекрасно знаем, кто раньше что говорил. Мы никогда не тянули на себя одеяло, как и по Куропатам. Это Поздняк начал эту тему. Это Поздняк сделал так, что о Куропатах говорят. Но если мы сегодня говорим, что действительно там были репрессии, если действительно это наша боль общая белорусская, если действительно там нужен монумент всем репрессированным, которые там были, разве мы чем-то забрали хлеб у Поздняка? Да нет, мы наоборот признали, что он был прав в этом вопросе. Но в других мы категорические политические противники. Так что здесь плохого? До речі, про Куропаты, вот я думаю, что вы читали учора там у социальных сетках, в тым же Фейсбуку, абмеркаванне вот инициативы вашей партии, и было сярод іх такое, что ёсць, скажем, вот Куропаты, якія зараз улада хоча падмяць пад сябе, ўсё там рабіць, нейкія там мемарыалы, цэнтры і гэтак далей. Зараз жа хоча праз вас улада прыватызаваць бел-чырвона-белы сцяг і пагоню. Вот як вы ўсё ж таки да гэтага ставіце? Там гучалі такія, там, руки прочь, Гайдукевич от бел-чырвона-белого стяга. Если вот так говорить, руки прочь от Куропат, руки прочь от бело-красного-белого флага, руки прочь от погони, так никто ничего никогда не добьется. Я считаю, по тем же Куропатам, то, что власть начала заниматься этим вопросом, это победа тех людей, которые отстаивали Куропаты. Почему победа? Потому что власть признала, что это общенациональный памятник скорби. Какой он будет там стоять, в каком виде, кто его нарисует, кто его сделает, разве в этом важно? Разве важно в том, что в школе дети, которые будут приходить учиться, им будут говорить о том, они будут спрашивать, а что Мария Ивановна у нас в Куропатах находится? Если раньше она боялась сказать, могла промолчать, могла не поднимать эту тему из-за политики, из-за того, что боялась, как отнесутся это где-то. А сейчас, когда власть это поняла, она скажет, знаешь что, Ванечка или Танечка, там наших дедов расстреливали, там лежат могилы наших дедов, которых репрессировали, которых незаконно расстреляли, и это памятное для нас место. Так разве это плохо? То же самое и про герб погоня. Если вы будете загонять те, кто это говорит, герб погоня в гетто политическое, что его могут носить только те, кто против Лукашенко, то есть его можно носить только на митинг, его можно носить только на какую-то акцию, так как вы хотите, чтобы этот символ был в каждом сердце белоруса, герб погоня?
Может, надо действовать по-другому. Поэтому я считаю, мы даже реагировать на это не будем. Мы спокойно к этому относимся. Я думаю, что умные люди, люди, которым действительно дорог этот исторический символ не как политический символ, а как исторический символ, они оценили наше заявление и понимают, насколько мы правильно сделали. Что касается вопроса, как мы будем отстаивать эту позицию, потому что я знаю, что вы его зададите. Но я напомню, что мы парламентская партия. И если парламентская партия что-то заявляет, это гораздо серьезнее, чем это заявляет организация, которая нигде не представлена. Мы партия, которая представлена и в Сенате, и в парламенте. Пусть у нас один депутат, один сенатор, но поверьте, для Беларуси это много, потому что у других и этого нет. Поэтому теперь с этой позиции будет выступать и депутат, и сенатор, когда надо будет. Значит, это серьезная поддержка, на мой взгляд, этого вопроса. И будущий претендент в президенты от партии, который будет объявлен 12 августа. Ну што значыць з гэтай пазіцыі будзе выступаць наш дэпутат? Ён будзе пісаць нейкія запыты, ён правядзе з гэтай нагоды нейкі там круглы стол. Ці вот як это будзе выражацца? Выражается это уже после нашего заявления, когда наша партия парламентская делает заявление, этот вопрос уже обсуждается сразу, это резонанс вызывает. Этот резонанс вызывает обсуждение в государственных органах, этот резонанс вызывает обсуждение среди депутатов. И вчера Сергей Васильевич, лидер партии, он уже сказал, что уже идет обсуждение этого вопроса среди депутатов, они уже в кулуарах это обсуждают, кто-то так относится, кто-то так, но много кто поддерживает это. И я скажу, что вот такими спокойными шагами, еще раз говорю, я противник объявления какого-то фронта борьбы за герб и флаг. Как только мы это объявим, ничего не будет. Мы должны относиться к символам спокойно. Ни в одной стране мира, где поднимали вопрос языковой, флаги, гербы наперед, ничего хорошего не было. У нас главное независимый суверенитет, экономика, значит, единение граждан, а к символу мы должны относиться спокойно. Повторюсь, был референдум, есть красно-зеленый флаг, и есть исторический флаг бело-красно-белый и погоня. Мы должны его признать исторической, еще раз говорю, культурной ценностью. Мы поддерживаем то заявление, которое сделали и БНФ, и «Говори правду» в этом вопросе. То, что они обратились в министерство соответствующее. Мы поддерживаем это. То есть и ждем теперь. Задача какая политиков и политических партий? Озвучить предложение. Вот какая задача политиков. Озвучить то, что хотят люди. А государственные органы, власть должна на это реагировать и принимать какие-то решения. Але мне падаецца, што вот зараз сваім такой вот прапановай ці вынасам гэтай ідэі на такі больш высокі ўзровень, там парламенtsкі, сенацкі, як вы кажаце, уносіць нейкую, можа быць, нават сумяціцу ў галовы супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Вот іх выхоўвалі колькі гадоў на якой ідыёме, што той, хто з пагоняй бел-чырвона-белым сцягам, гэта апазіцыя, гэта, ну, можа быць, нават дзе-то вораг існуючай улады, а зараз вот что тогда отрымается? Да нету такого в правоохранительных органах, и нету там никакого плохого отношения к нашим историческим символам. Это все тоже вот такие штампы, значит, которые забиты в голову. Нету этого. Ну, чекайте, я вот памятаю зусім недавнюю гісторыю, быў велапрабег, і ОМОНовцы затрымалі менавіта таго велосипедиста, у якога быў бел-чырвона-белый сцяг. У нас есть вопросы в законодательстве. Значит, в законодательстве по массовым мероприятиям, не по бело-красно-белому флагу, потому что официального запрета на ношение бело-красно-белого флага и погони нет. У нас есть вопросы по проведению массовых мероприятий. Вы там, если читали, вы знаете, что символика должна официально там регистрироваться, использовать только символику, которая официально зарегистрирована на всех массовых мероприятиях. С этим вопрос. Может быть, в этом вопросе надо посмотреть. Для этого мы в том числе и озвучиваем. Правоохранительные органы делают свою работу, выполняют закон. И никогда не надо противоставлять общество и правоохранительные органы. Мы не должны этого делать. Если мы будем так делать, мы опять никуда не двинемся. Это тоже неправильно. Поэтому надо поумерить вот эти все настроения и относиться ко всему очень спокойно. Поэтому надо менять законодательство в плане вот массовых мероприятий. Вот этот момент скользкий, я думаю, что он в ближайшее время, мое мнение, как политика, что в ближайшее время эти вопросы уйдут на второй план. Но есть еще другой вопрос, что те политики, которые проводят какие-то массовые мероприятия, не политизируйте этот символ. Не политизируйте, не делайте так, чтобы это был политический символ. Это исторический символ. Не нужны нам политические символы. Нам нужны исторические символы. Политические символы разъединяют людей, а исторические символы объединяют. Нам надо объединить белорусов. Они и так объединены, нам надо еще сделать их более едиными. Наше предложение, если признают флаг историко-культурной ценностью, если политические силы не будут его политизировать, это объединит белорусов. Вот о чем я говорю.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях сёння быў першы намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Олег Гайдукевіч, і мы гаварылі пра прапанову партыі легалізаваць, так бы мовіць, надаць статус гістарычнай і культурніцкай каштоўнасці бел-чырвона-беламу сцягу і гербу пагоні. З вами быў Зміцер Лукашук. Не адыходзьце ад Еўрарадыё. Спасибо.